В Усть-Куломском районе после ремонта открыли движение по мосту через реку Виль. В начале июля мост частично обрушился из-за проезда большегрузов. В результате дорогу временно закрыли, и жители поселка Земстан были вынуждены пользоваться объездной дорогой, которая после дождя местами становится непроезжей. Ситуацию взял на контроль глава Коми. Владимир Уйба поручил оперативно отремонтировать аварийный мост через Виль. Евгения Кладкевич оценила результат. Небольшая речушка Виль. Она для жителей Земстана на пути к Большой Земле пункт неизбежный. Добраться в столицу или в другие районы республики можно по этой дороге. Как видите, капитального моста здесь нет. Построен деревянный, временный, предназначенный, внимание, только для легкового транспорта. Однако ездят по нему и большегрузы. Из-за этого под тяжестью весов мост ежегодно разрушается, из-за чего путь, тот самый путь к Большой Земле, становится просто невозможным. В этом году с наступлением весеннего паводка мост перекосило, а добили его большегрузы. В начале июля обрушается береговая опора. В избежание несчастных случаев подрядчик закрывает дорогу. Ну, тут ездили и до этого грузовые машины. Он уже был как бы в аварийном состоянии. По идее, до того, как мы перекрыли плитами, он уже был закрыт, и висели знаки тупик, кирпичик. Проезда не было где-то дня 4, наверное, когда перекрыли плитами. Дорога через реку Виль для жителей Земстана основная при выезде с поселка. По поручению главы республики Владимира Уйба мост после обрушения обследовали. Затем частично отремонтировали. Движение для легковушек возобновили 18 июля. Впрочем, очередного проезда большегрузов дорожники не исключают. Знаки ограничителей тоннажа вряд ли их остановят. И камер для отслеживания нарушителей на этом участке нет. Большегрузы сюда заезжают, не соблюдая знаков. Знаки все висят, запрещающие им, но они все равно, бывает, едут. Не так давно здесь фура аж стояла даже. Сослался, что навигатор его завел. Но знаки-то он ведь видел, когда ехал. Ремонтировать мост постоянно – это не выход. Именно поэтому по поручению главы Коми Владимира Уйба принято решение о строительстве через Виль капитального моста. Объект уже включен в адресную инвестиционную программу региона на 2021-2023 год. Замминистра строительства и ЖКХ по Коми отмечает, новый мост будет железобетонным с металлическими балками и деревянным настилом. Грузоподъемность увеличится до 25 тонн. Порядка 60% мостов, которые сегодня требуют капитальный ремонт. Очень много мостов требуют реконструкции. Если вы посмотрите адресную инвестиционную программу Минстроя Республики, то в ней в основном сейчас стоят объекты строительства мостов новые. В адресной инвестиционной программе стоят объекты, только которые требуют нового строительства. Но, соответственно, никто капремонт не отменял. Мы делаем капитальный ремонт в основном на многих, условно говоря, мостовых сооружениях. Аукцион по выбору подрядчика для строительства капитального моста пройдет в августе. Финансирование проекта более 30 миллионов рублей предусмотрено из республиканского бюджета. Строительство нового моста по плану займет 2 года. Евгения Кладкевич, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.